С осени, друзья, прошлого года запустили эксперимент по развитию партнерского финансирования в России. И экспериментами стали 4 региона. Это Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Чечня. Вот сразу складывается вопрос, да? Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня. По окончанию, мне кажется... Ты сейчас лингвистически подошел, да? Понимаешь, да, что-то здесь не так. Вот что это за эксперимент, да, и какую пользу он принесет, узнаем у нашего гостя в студии, дорогие друзья. Это... Евгений Александрович Дикатов, директор Центра финансовых исследований Республики Башкортостан. Здравствуйте, доброе утро. Итак, название, если честно, вообще мало о чем говорит, поэтому мы позвали вас, чтобы узнать больше, что это такое. Да, но мы, друзья, с вами живем в светском государстве, поэтому, конечно, и в законодательстве сказано про партнерское финансирование. Не секрет, что истоки его берут в исламских финансах. То есть это те продукты, финансовые продукты, которые в своей основе несут принципы шариата. Вот. Но это не означает, что эти финансовые продукты только для мусульман. Безусловно, ими могут пользоваться все жители нашей страны. И вот начали с 4 пилотных регионов, в которых, да, можно догадаться, что мусульманское население, да, исповедующее ислам, представляет значительную часть в этих 4 субъектах. И решили попробовать. Это только первый шаг, потому что, сразу скажу, для чего это нужно. Наша страна активно осваивает новые финансовые рынки. И потенциал – это работа с Востоком, с Юго-Востоком. То есть с теми странами, где развита именно исламская экономика, и эти деньги могут прийти в нашу страну, в наши инвестиционные проекты только в том случае, если будут на тех же самых рельсах, на тех же самых принципах построены, как вот западные банки, работая с нашими банками, естественно, выстраивали те принципы, которые мы все с вами привыкли, к так называемой традиционной экономике, то сейчас часть этой экономики вполне справедливо должна перенастроиться на рельсы тех стран, с которыми мы собираемся сотрудничать. Очень интересно. А как, ну это типа чисто для верующих? Ну, типа, пришел человек, вы чего? Вот вам крест, вы не подходите. Нет, ну, Евгений Александрович сказал, что не только для верующих. Обратите внимание, что Евгений Александрович сказал, да, про исламские финансы. Вот, и сказал, специалист в исламской сфере. Совершенно верно. Если мы все-таки опустимся на землю от вот таких крупных инвестиционных проектов, да, то действительно мы с вами привыкли к определенным продуктам, а когда-то их не было. Что такое ипотека? Раньше там никто не знал ипотечного кредитования. Рабством называли. Не просто называли рабством, а его вообще не было, да, то есть нельзя было купить только вот в долевку или за 100%. Не было возможности купить ее длительный срок. И смотрели на это не как-то не очень одобрительно, может быть, или вообще пугались. Вот. Это вошло в обиход. Партнерские инструменты финансовые, они, вот как я же сказал, на принципах шариата, имеют ряд принципов. Во-первых, никаких процентов годовых. То есть нет процентной ставки. Не дают деньги женщинам, это же невыгодно. Нет, женщины, мы почитаем в Коране, то это очень уважаемые люди. Это на самом деле, понятно? Да. Почитай уже. На самом деле, это вот большое заблуждение, что вот у мусульман вот принято как раз, что женщина там молчит, женщина прав не имеет. Вот если почитать как раз шариат и вот ознакомиться более близко, да, с исламской культурой, там как раз женщина выделяется вообще очень вот такое вот место. Это мужчина, вот, а вот женщина вот так вот. Вот. Но не только женщинам, и финансам на самом деле, или тем принципам, да. То есть принципы партнерства, они означают, что обе стороны обязательно должны оказаться в выигрыше. Или, если что-то пошло не так, то и проиграли вместе, разделили между собой риски. То есть, если вкладчик, скажем, вот этой системы, да, то есть приносит деньги в исламский банк, он не знает, сколько он получит денег, но он знает, что его деньги вложены в такие проекты, которые, в частности, не финансируют алкоголь, не финансируют и горный бизнес. Халяльный, можно так сказать. Да, совершенно верно. Вот. И эти продукты у нас стали появляться, потому что у определенной части нашего населения на это запрос есть. Начиная просто с дебетовой карточки, чтобы и деньги были, значит, и хранились халяльным, совершенно правильно вы сказали, образом, да, и уже постепенно появляются те продукты, на которые можно в том числе приобрести квартиру, автомобили, да, то есть, а предприятия, уже наша экономика
получает возможность продуктов лизинга, того же кредитования. Мы еще в самом начале, действительно, как вы сказали, это эксперимент. Мы только в самом начале пути. И двумя годами это не ограничится, мы уверены. Но все-таки сегодня уже наши жители, и, наверное, те, кто смотрит сейчас, могут уже прочитать про это, да, то есть обратиться в те банки, которые стали партнерами или пошли, правильно сказать, в реестр Центрального банка России, который ведет. Это не только банки, я повторюсь, это и лизинговые компании, это различные финансовые компании, которые предоставляют услуги и населению, и бизнесу, услуги вот на принципах партнерского финансирования. Ну, эксперимент — это же все-таки практика. Вот сейчас уже что можно использовать? Какие продукты доступны людям или бизнесу? Ну вот могу уверенно сказать, и это не будет рекламы, потому что это компания с государственным участием, республиканским участием, региональная лизинговая компания наша, значит, вошла в реестр, первый из республиканских структур, вошла в реестр Центрального банка, там порядка 20 сегодня с 4 субъектов, значит, вот, участников, вот, и первая из Башкирии вошла региональная лизинг-компания и предоставляет продукт Иджара, это, по сути, лизинг, но со всеми соблюдениями норм шариата. То есть, вот, опять же, беспроцентных Это звучит как новый китайский автомобиль. Да, кстати. Иджара. Привыкайте к этим терминам. Вообще у нас как мир меняется, да? Причем Восток, во всех вот смыслах это слово, да? Иджара, Восток. Приходят финансовые эксперименты, какие-то непонятные китайские автомобили, да, современные идут, тоже с такими же названиями. Там Восток, тут Восток, приходит пересечь. И все это встречается где? Здесь. В России. В Башкортостане. Да. Точнее будет прям... Ну, Башкортостан же сердце, понимаете? Откуда все идет, откуда все начинается. А что в планах вот в этой сфере партнерских финансовых отношений? Самые грандиозные планы, я озвучил с самого начала, это, конечно, работа со странами Востока и Юго-Востока, привлечение инвестиций, экспорт продукции нашего народного хозяйства. А насколько вообще это реально? Ну вот как вот это вот какая-то фантазия или это вот прям вот реальный план какой-то, что вот мы через 5 лет у нас тут будут ходить люди в этих в длинных халатах Не с этими? обязательно ходить в длинных халатах, да, важно по тем принципам выстраивать экономические процессы. И наши соседи ближайшие, тот же самый Казахстан, ряд республик Средней Азии, которые раньше начали вот, экспериментальное внедрение, сегодня уже достаточно активно работают в этом направлении. Поэтому это абсолютно реально. Ну, это у нас пилотная версия. Я так понимаю, что вы сейчас сказали, что в других уже вот, в Средней Азии, где-то странах это уже практикуется давно. Это практикуется уже да, несколько лет достаточно активно, то есть на постсоветском пространстве. Слушай, удачно вообще или как? Да, да. Или мы как посмотрели на них, думали, а почему бы не попробовать, может, у нас взлетит лучше? Ну, у нас всегда все должно быть Ну, получиться понятное лучше. дело, вот, я бы... Ну, там Юля. Я, знаете, одного не понимаю. Если это вот партнерские финансовые отношения, да, они построены на принципах ислама и шариата, и банкам же это не очень выгодно получается, если нет процентной ставки, если нет начисления, да, или она есть просто в минимальном количестве. Знаете, Кораном не запрещен доход, запрещен именно доход в виде судного процента, который получается как бы из воздуха, да, по вот, обманным путем, так убеждениям. скажем. Не то, что обманным, но он не зависит от результатов деятельности. Торговля благословенна. И, соответственно, результаты и торговли, и предпринимательства должны приносить прибыль. И вот эту прибыль участники партнерских финансовых процессов и распределяют между собой. Они распределяют между собой прибыль, возможные убытки и, конечно, риски. Вот это основа партнерства. И у нас есть, на самом деле, в законодательстве такие конструкции, которые очень напоминают. Это и командитное товарищество, это простое товарищество взаимодействия сторон, да, то есть предприниматели, когда они объединяют свои усилия и распределяют между собой те самые риски, возможные прибыли и возможные убытки. Угу. То есть если раньше это просто договаривались, давайте сделаем так, то теперь это будет уже прописано в условиях самого продукта. Сам эксперимент позволяет заниматься и такие продукты использовать и банкам, да, то есть обычным нашим традиционным банкам, и целому спектру хозяйствующих субъектов. Интересно. Где ознакомиться? Вы сказали, что есть реестр определенных организаций, которые уже принимают участие в эксперименте.
Реестр размещен на сайте Центрального банка Российской Федерации, разумеется. Да. У нас в республике ведет системная работа. В частности, на инвестиционном портале Республики Башкортостан в самое ближайшее время будет размещен такой вход в мир партнерских финансов, где и предприниматели, и население смогут увидеть все возможности, перейти по необходимым ссылкам, увидеть те продукты и тех участников эксперимента, с которыми можно сотрудничать в этом направлении. Так что более подробно можно ознакомиться, друзья, как уже было сказано, на сайте Центрального банка. Зайти, ознакомиться, почитать, выяснить все моменты и детали. Если вдруг, позвонить же можно, в конце концов, по горячей линии. Да, конечно. Во-первых, увидев реестр Банка России, вы в нем найдете все телефоны всех участников. Да? И любому из этих участников можно позвонить и за конкретной консультацией. В общем, сфера финансов тоже не стоит на месте, двигается вперед и берет на себя новые... Не забывай аутентичные моменты, которые идут еще с каких-то древних времен. Это очень приятно сейчас слушать, такой думаю, как прикольно и круто это звучит. Традиционная экономика, исламская экономика, да? Как это переплетается? Как много сегодня узнали благодаря нашему гостю. Евгений Александрович Декатов, директор Центра финансовых исследований Республики Башкортостан, был у нас в гостях. Спасибо вам большое.